Tylus, ramus ir nieko neišsiskiriantis būtų Komarovo miestelis Baltarusijos-Lietuvos pasienyje, jei čia neveiktų kaimo verslumo ugdymo centras. Berutuliodami visokias novatoriškas idėjas, vietos bendruomenės žmonės sugalvojo ir keletą ekologinių проектов. Мы альтернативной энергетикой, в принципе, начали заниматься с 2000 года, когда резко возросли цены на топливо, на мазут. И по предложению наших немецких партнеров мы установили газогенераторные котлы на дровах. Они с высоким коэффициентом полезного действия, 96. И это позволило нам сэкономить деньги и использовать местные виды топлива. Второе, что эти котлы, они экологически чистые. И второе, что мы не привязаны к иностранному источнику топлива. Upelyje kažkada vandenį suko senovinis vandens malūnas. Ne tik jis gražiai atstatytas, bet ir atnaujinta hidroturbina paleista. Bet įdomiausia, ir akį patraukia ant bendruomenės ofiso pastatyta saulės jėgainė. Ее мощность около 2 киловатт, но если считать по финансам, то, что мы реализуем и то, что мы потребляем, в принципе, это достаточно на то, чтобы использовать полностью электроэнергию бесплатно этого офиса. O dabar keliaukime ant kito stogo, į Minską. Ten saulės jėgainę įsirengęs verslininkas saulės elektros į tinklą neparduoda, naudoja savo reikmėms ir matuoja pagaminamus kiekius. Здесь есть солнечная станция, она небольшая, 5-киловаттная, но эта станция, мы установили ее и для того, чтобы понять, как работает эта солнечная станция, как она эффективно работает, сколько количества солнечных часов она в год вырабатывает. И убедиться в том, что то напряжение, которое выдает инвертор на этой солнечной станции, оно совпадает с нашим. То есть это вот все напряжение, вся мощность, которую вырабатывает станция, идет к нам вниз на наш офис, и мы этой энергией обеспечиваем себе энергопотребление нашего офиса. Ši įmonė įrenginėja ir vėjo jėgaines, žinoma jau ne ant savo stogo, o didelėse erdvėse. У нас для поддержания и ветровой ситуации в Беларуси, и ветрогенерации установлены повышающие коэффициенты. То есть для солнца это коэффициент 3 по сравнению с тарифом для промышленных предприятий. То есть в 3 раза больше государство платит электроэнергии, чем покупает от промышленных предприятий у государства. А для ветрогенерации коэффициент 1,3, то есть на 30% всего лишь больше, чем по солнцу. Но, опять же говорю, ветрогенератор вырабатывает в 2 раза больше электроэнергии, чем аналогичной мощности солнечной станции. Verslininkas kol kas savo pagaminamą saulės energiją tik matuoja ir į didesnius apmąstymus nesileidžia. Tad Komarovo bendruomenės aktyvisto klausime, ar sudėtinga pasirašyti su Baltarusijos energijos sutartį dėl pardavimų į tinklą. Хочу сказать, что это было достаточно сложно. Вот эта определенная бюрократия, конечно, существует, и я считаю, что Белэнерго и государство должно более так относиться приветливо к тому, что, во-первых, это инвестиция. Это инвестиция, не за государственные деньги сделана, понимаете. Во-вторых, производится экологически чистая энергия. И поэтому я думаю, что вот этих бюрократических проволочек должно быть меньше. Nerti dirvonai laukia Baltarusijos atsinaujinančios energetikos entuziastų. Svarbu laiku gauti naudingą informaciją iš toliau pažengusių šalių, tada ir klaidų galima išvengti. Minske gyventojų bendruomeniai patarimus dalijo Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius Saulius Pikšrys ir Norvegijos gamtos fondo atstovas Dag Arne Høistad. During the visit in Lithuania and Belarus, we have seen some good example of renewable energy and energy efficiency. And if you look at the future for these countries, these big challenges, especially like Belarus is poor of traditional energy resources, and it's a big challenge how to supply the country without big import of energy. And I think it's 2 alternatives for the future. Either you go for big scale like nuclear, or you go for energy efficiency and decentralized energy, renewable energy sources. So in both cases it's big work, big investment, but I'm sure that if you choose the decentralized and energy efficient way, it will be better for the next generation than if you choose the big scale nuclear alternatives that also will create problems for the future.